Я Евгения Дубовицкая, ровесник Алроса. Продолжатель семейной династии. Так можно назвать Евгению Дубовицкую. В речной порт ее привела мама. Молодого специалиста душевно приняли в коллектив. Когда я пришла совсем, можно, юной девочкой, мне и помогли здесь и основаться в этом коллективе, и по работе. Нет такого, что кто-то не поможет, не расскажет, не подскажет. Все всегда у нас дружно, налажено. В своем дружном коллективе Евгения начала работать в 2009-м, и уже в следующем году на нее возложили ответственные задачи табельщика. Размер зарплаты, которую получит каждый сотрудник порта, напрямую зависит от Жени. А с 2014 года она справляется уже с двумя должностями – оператора диспетчерского движения и техника по учету рабочих часов сотрудников. Как раз работа для девушки, за компьютером. Составляю графики смен, я работаю с начальниками участков, мы составляем план, графики, и по концу месяца я закрываю, непосредственно я работаю с АТИЗом. Если от профессионализма и внимательности Евгении зависит заработная плата, то ее настроение влияет на то, как начнется день у водительского состава речного порта. Она первая приходит на свое рабочее место каждое утро и встречает улыбкой водителей спецтехники. В основном я работаю с мужчинами, с водителями. Коллектив очень хороший, водители все добрые. Когда я пришла сюда работать, все меня поддержали. У нас сложились очень дружеские отношения. Работаем. Есть у нас и молодежь, есть у нас и более опытные мужчины, работники. Всегда поддерживают, мы дружим. Так как рабочий день диспетчера начинается намного раньше, чем у всего остального коллектива, утром Евгения здесь хозяйка и правая рука руководителя. Сергей Налобин ревностно следит, чтобы молодежь соблюдала все давно установленные здесь порядки. Но Евгению хвалит. От диспетчера вперед всего зависит климат в коллективе. Она первая приходит на работу. И при выдаче путевых листов немало зависит настроение коллектива от нее. Евгений у нас молодой, перспективный специалист с активной жизненной позицией, участвует в всевозможных конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, проводимых городом и ПО «Алмаз-Транс». Со спортом Евгения на «ты» с детства занималась танцами. Уже будучи сотрудником речного порта, не задумываясь, пошла защищать спортивную честь родного предприятия. Она постоянный участник сборных команд управления «Алмаз-Транс». Кубки и медали за ее спиной на рабочем месте – яркое подтверждение ее отличной спортивной формы. Женю не раз награждали в числе лучших спортсменов управления. Когда я еще давно пришла, как молодую меня самую, начали в правкоме то на одни соревнования, то на другие. Бегать умею, и бегала. Общая физическая подготовка, с этого все началось. Я очень такой активный человек в жизни, люблю такие мероприятия, и как-то все затянулось, и в эстафетах, и во всех соревнованиях я участвовала. И призовые места, и первые, вторые, третьи, всегда стараемся получать. Совсем недавно и почти случайно у Евгении появилось новое увлечение – начала петь. Собранный для творческого отчета хор Ленского речного порта начал активно репетировать еще несколько лет назад. Евгения в его составе поет и поет с большим удовольствием. Как я начала петь? Если честно, даже не помню, как я вообще начала танцевать, наверное, не петь. Я занималась все детство танцами в школьные годы. Петь я не петь. У нас был творческий отчет в 2011 году, такой масштабный, именно речного порта. Там грандиозное было шоу, можно сказать. И там мы, у нас был хореограф, мы танцевали «Яблочко». А потом как-то все переросло и начали петь. В хоре легче петь, конечно, чем соло. Но поем теперь, каждый год поем. Река синеокая,
И поют хорошо. В этом году хор речного порта постоянными репетициями сумел добиться большого успеха. Прошел первый отборочный тур смотра конкурса «Духовные грани Алроса». Потом второй тур был очным. В Ленск приехало компетентное жюри. В итоге хор речного порта стал участником большого гала-концерта в Мирном. А по возвращению все самодеятельные артисты получили награды. Среди них и Женя, которая научилась правильно совмещать семью, работу, спорт и увлечения для души. Многое из чего она приобрела тому, что когда-то в ее жизни появилась компания «Алроса». Я рада, что работаю здесь, что как-то попала, мне кажется, в свое русло, мне нравится. У нас вроде все стабильно, все как бы работа идет. Я бы хотела остаться здесь работать. У речников началась горячая страда. Вместе со всеми Евгения открыла новую навигацию. Впереди несколько месяцев тяжелой, круглосуточной и очень ответственной работы. Но водителям речного порта легко нести трудовую вахту. В самом начале дня их настраивает на позитив и рабочий лад. Приветливая улыбка диспетчера Евгении Дубовицкой.